Трибункой спиной, но не вижу своего подзащитного. Предстоит выступать последней, и это дает мне некоторую возможность, а также и налагает на меня некоторую обязанность подвести какой-то своего рода итог сказанному и итог тому, что вообще представляет собой это дело. Конечно, мы можем уповать на независимость суда, на справедливость, и мы всегда на нее надеемся. Сколько бы раз нам не приходилось разочаровываться в наших усилиях, бесплодности, усилий защиты, по отстаиванию, если хотите, принципов законности, потому что есть разные дела, но когда у тебя под защитой уровня Дагера Хасалова, для меня, как для адвоката-международника, это, конечно, очень большое и важное имя, когда у тебя есть очень сильное противостояние силовых органов, правоохранительных органов, не знаю, в какой степени они в данном случае право охраняют, да, извините за такой неологизм, и другой стороны защиты, стороны Хасалова, которая сильна вот чем. На нашей стороне доводы, которых, к сожалению, не услышал или не захотел услышать представитель обвинения, следствия, доводы, которые показывают со всей убедительностью абсолютную недоброкачественность того документа, который сегодня ваш суд под вашим председательством, ваш состав суда должен оценить и принять по нему решение. И если бы я просто сказала, я рассчитываю, надеюсь, я в конце концов требую, потому что это же суд, обязательно справедливого и обязательно независимого решения, я бы, наверное, пренебрегла бы некоторыми реалиями сегодняшней правовой и судебной жизни России. Я не хочу переводить свое выступление в глобальные рамки, но все-таки я хочу, чтобы мы все внимательно взглянули на эту ситуацию, чуть-чуть поднявшись над ней, увидели, что у вас, ваша честь, с одной стороны, защита благородно негодующая по поводу недоброкачественности документа судебного, не просто документа судебного, а судебного документа, определяющего судьбу свободы человека. Я уже даже не говорю адвоката, общественного деятеля, просто россиянина, которого, чтобы лишить свободы, надо, как минимум, иметь убедительные законные основания это сделать. И с одной стороны защита
вам демонстрируют убедительные дефекты этого судебного акта, который мы сегодня все обсуждаем. И это поистину серьезные пробелы, серьезные недочеты и прямая незаконность уже для спецсубъекта, для адвоката избрать, вернее, принять решение о возбуждении уголовного дела ненадлежащим лицом. Вот просто с этой минуты надо закрывать тома и страницы уголовного дела и прекращать это позорное действие. То есть, с одной стороны, грубейшее нарушение. Полная необоснованность. Тут очень хорошо с иронией мой коллега говорил о том, что это заключение экспертов ФСБ, фактически наших оппонентов, потому что они так или иначе инициировали и организовали шумную кампанию по запугиванию адвоката Дагирова, который и в том деле, из которого они его арестовали, и в других множестве дел, чем он хорошо известен и в России, и за рубежом, проявлял полную независимость в отстаивании своей адвокатской позиции. Но это все с одной стороны. А с другой стороны, знаете, вот такая экипированная масками с прорезями для глаз. Вот тут очень выразительно рассказывали, я сама не была в этом судебном заседании, про судью, которая оказалась лицом к лицу с вот таким антуражем задержания страшного преступника. Это все запрещено, если мы говорим о справедливом судебном разбирательстве. Вообще внешние признаки, антураж, демонстрации страшного преступника, это запрещено потому, что суд должен быть, именно суд должен быть защищен от таких, извините меня, дешевых трюков и прорезей для глаз, и оружия, и, собак и прочих признаков рассмотрения страшного уголовного преступления. Вот мы с Дагировым в СИЗО обсуждали, как он, придя в процесс по другому делу, которое мы сегодня не обсуждаем, он видел, что готовится против него акция запугивания. Они запугивали его этими собаками, этими автоматчиками на него наставленными, и в итоге свою угрозу осуществили. И поэтому сегодня у суда, с другой стороны, не очаровательная юная дама, а вот те самые маски и прорези для глаз. Потому что мы понимаем, видя, с каким беззаконным цинизмом ведется расследование и составляются документы по этому делу, мы понимаем, кто позволяет себе этот произвол. И вот ключевым словом моего выступления, Ваша честь, сегодня будет слово «произвол». 19 лет с момента первого моего выступления в Европейском суде по первому российскому делу. И вот до сегодняшнего дня я говорю об одном и том же. И российские власти, к сожалению, слышат меня только в Страсбурге, что это произвол. Произвол – это антипод гарантиям статьи 5 Европейской конвенции. Но стоило прилететь сегодня в Москву для того, чтобы услышать такие прекрасные выступления моих коллег, которые прекрасно ориентируются в вопросах Европейской конвенции, но самое большое, конечно, удовлетворение профессиональное было от доклада нашего председательствующего судьи, который, докладывая ни одного довода из доводов по Европейской конвенции, не... Я к предмету, Ваша честь. Если вы меня будете перебивать, это просто займет намного больше времени, потому что у меня высочайшее давление, и если я сейчас,
не смогу меня перебил, мне придется начинать извинить меня сначала. Так в вашем докладе... Защитник, обращаюсь к председательству, очень недопустимо. И напоминаю, что существует дело судебного разбирательства, прошу вас высказаться непосредственно по предмету судебного разбирательства, по вопросу о продлении срока стражи в отношении Хасана. Не перебивая председателя, еще после того, как председательствующий договорил, я прошу отметить в протоколе судебного заседания, что перебивали как раз-таки меня, адвоката, и считаю это недопустимым, и свою мысль обязательно доведу до конца. Так вот, в докладе председательствующего судьи по обсуждаемому нами сегодня постановлению от 13 ноября прозвучали доводы защиты, которые касались Европейской конвенции. Дайте мне это предложение договора. И это избавляет меня от необходимости это повторять. А то, на чем я хотела бы сконцентрироваться, это на том, что не прозвучало, но для меня, как для адвоката, международника, группа, которая выиграла больше 50 дел против Российской, 500, простите, дел против Российской Федерации, больше 300, именно по 5 статье Европейской конвенции. Так вот, для меня это является хрестоматийными вещами. Хрестоматией является, что если в судебном решении записано, что кто-то уже совершил преступление, а это промежуточное решение, либо решение по мере пресечения, то, как говорится, смотри дело Федоренко против России, где это приравнено к прямому нарушению презумпции невиновности. Что означает фраза в документе, который мы обсуждаем, причастность к совершению преступления? Слушайте, если я причастна к совершению угроз, причастна к краже, так я украла. Я соучастник или участник кражи. Или еще какого-то преступления. Значит, если меня, точнее моего коллегу Дагира Хасалова обвиняют в том, что или закрепляют в судебном решении, что он уже причастен к этому преступлению, так по поводу его виновности уже высказались. Если он продолжит совершать преступную деятельность, как считает судья документа от 13 ноября, значит, он ее уже совершает. Значит, вопрос о его виновности уже решен. И это крайне низкое качество судебного документа. И мне потом на уровне высших судебных инстанций говорили, что в деле Федоренко против России суд просто неудачно выразился. А здесь кто неудачно выразился? Здесь это что, удачное выражение? Причастен к совершению преступления. Продолжив занятие преступной деятельностью. Мы вообще понимаем русский язык. Или русская речь нам не родная. Далее. Когда прокуроры, представители государственного обвинения, следователи, а не только суд, пишет, что защитой не представлены никакие там новые обстоятельства для того, чтобы изменить меры пресечения, а все осталось прежним. Наши обвинители понимают, что время представления новых доказательств лежит на них. Но не просто новых доказательств вины. Мы же не обсуждаем вину Хасалова по уголовному делу. Мы обсуждаем доказательства необходимости содержания человека под стражей. И доказательства необходимости продолжения содержания человека под стражей приводит государственное обвинение, потому что если этого не приводит, то суд должен сказать «освободить». И у меня были такие судебные разбирательства и такие смелые судьи. Не привел доводов,
для продолжающего досудебного содержания под стражей. Все, свободен, ты не выполнил своей задачи, ты не выполнил своего времени доказывания. Оно не на защите. Далее, еще одно хрестоматийное. Еще одно хрестоматийное нарушение. Сегодня мои коллеги попытались на очень серьезный уровень поднять тему того, что нарушается статья 5 параграф 4. Вот такой простенький момент. Но Россия уже не тысячи и не десятки, а сотни тысяч евро заплатила из нашего бюджета, из наших с вами зарплат, из наших с вами налогов, тем, в отношении кого пункт 4 или параграф 4, как правильно сказать, статьи 5 был нарушен. И сегодня мы уже не можем к этому относиться спустя рукава, как 20 лет назад, когда мы не понимали, что это такое. И это несопоставимо с тем, о чем пишет суд в своем документе от 13 ноября, с правом на рассмотрение дела в разумный срок. Это гораздо более серьезное нарушение. Законодатель дает 3 дня на обжалование этого документа, да? А суд, получивший этот документ, за 3 дня рассматривает его. Это что? Законодатель наш безумен? Он почему такие сроки ввел? А только по одной причине, что существует 4-й параграф статьи 5. Так вот здесь, в этом деле, надругательство над конвенцией заключается в том, что если к 3 прибавить 3, и посередине, так сказать, как в детской шутке, гвозди, ну еще 3, 4, 5 дней, то такое решение должно быть пересмотрено в кратчайшие сроки. Европейский суд говорит, если вы больше 10, 12, 14 дней рассматривали жалобу на необоснованность избрания или продления срока содержания под стражей, я надеюсь, относимые вещи к этому постановлению говорю, то это уже нарушение параграфа 4. А почему так? А потому что, как выяснилось из Европейской конвенции, свобода человека стоит дороже всего. Это очень важное, так называемое фундаментальное, как его называет Европейский суд права. И я это 15 лет в Страсбурге доказываю, и 20 лет российским судьям доказываю. И поэтому я сегодня вас прошу, Ваша честь, снимите с себя, которая не занималась волокитой по этому делу, с себя это бремя незаслуженное задержки рассмотрения этой жалобы. И поэтому мы просим вас о вынесении частного определения. А для этого надо выяснить, кто это допустил. Грубейшее нарушение фундаментального права. И в очередной раз опозорил Россию, и опозорит еще, потому что мы с господином Ижиковым представляем Дагира Хасалова уже в Европейском суде по нескольким жалобам. Так вот, и еще принесет позор нашему государству. И это стыдно. По такому делу 2 месяца. А я и другое хочу сказать, Ваша честь. Это к вопросу о вашей сегодняшней оценке документа от 30 ноября. Простите, 13 ноября. С 13 ноября прошло 2 месяца, и вам сегодня не оставили шанса решать этот вопрос независимо. Почему? Потому что 2 месяца он уже
наш подзащитный Дагир Хасавов отбыл в этом следственном изоляторе. То есть фактически вам сегодня чужое беззаконие, даже если вы внутренне будете по своему судейскому убеждению не согласны с ним, вам придется его узаконить. Но это иллюзия. Незаконная узаконить нельзя, потому что тот факт, что по делу Ходорковский против России, а я впервые в этом деле добилась этого признания, апелляционная инстанция, тогда, простите, кассационная инстанция, пересматривала почти через 2 месяца уже ранее принятое решение, мы доказали, что это не просто нарушение, а что это предопределенность сегодняшнего решения. И вот в такое положение унизительное вас пытаются поставить представители государственного обвинения и ваши коллеги-судьи, которые допустили позорнейшую, стыднейшую волокиту. И вы, ваша честь, а я согласна с вашим замечанием, а стыд... Каких? Простите, я не расслышала. Недопустимых высказываний в рамках судебного разбирательства. Значит, я склонна подчиняться требованиям председательствующего, поэтому, если вы считаете это недопустимыми выражениями, но я ничего нецензурного или оскорбительного не сказала. Оскорбляют правосудие те, кто допускают такую волокиту. И вот я о них вам и говорю. Они вас поставили, ваша честь, в положение того, что срок практически истек, про который вы будете делать выводы об обоснованности и законности. И вам либо надо сказать, что ваши предыдущие коллеги были неправы, либо их поддержать и как бы узаконить. Но я еще раз подчеркиваю, по принципам Европейской конвенции недопустимости произвола узаконить незаконное невозможно. Поэтому-то я и призываю вас лишить Дагира Хасавова статуса жертвы. А статуса жертвы, уже допущенного нарушения, можно лишить только одним способом. И это тоже вытекает из практики Европейского суда, над которой посмеиваются представители государственного обвинения. Они в Страсбурге пытаются посмеиваться, только у них это плохо получается. Так вот, лишить статуса жертвы можно только одним образом, отменив незаконное, необоснованное постановление и постановление, которое легло на ваш уважаемый стол, честь, так поздно, что у вас либо есть возможность продемонстрировать свою зависимость от этого уже пройденного срока, либо свою независимость. Независимость судейской власти, которую мы почитаем, уважаем и перед которой снимаем свою шляпу. Потому что только независимая власть вообще вправе называться судебной властью. Так вот, завершая свое выступление, я хочу напомнить, что недобросовестные, нерадивые, приличные выражения, следователи, прокуроры, судьи весь прошлый год ратовали за выход России из Совета Европы, чтобы не подчиняться обязательной практике Европейского суда по правам человека. А Конституционный суд Российской Федерации, когда ему поставили вопрос, а вообще-то обязательность решения Европейского суда и статья 1 закона о ратификации Европейской конвенции, к которой мы так легкомысленно относимся, она вообще конституционная норма? Этого мало кто читал. А мы с вами, юристы, знаем. Конституционный суд сказал да. Она конституционна. Со всеми, уважаемые представители противной стороны и коллеги, и судьи, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Это значит необходимость исполнения не только Европейской конвенции, но и решений Европейского суда по правам человека в части общих мер.
А что такое исполнить? Скажем, то же самое дело, решение по делу Ходорковский против России или пилотное решение, на которое ссылался господин Ижиков по статье 5. А это однозначно. Не допустить подобного нарушения в будущем, в последующем. И если они нарушаются, эти нормы, то значит Россия не исполняет решение Европейского суда. Вот какая у нас сегодня драматическая ситуация, и вот в каком сложном положении находится председательствующий по нашему делу. Я признаю замечание нашего председательствующего, я знаю, что я человек горячий, но надеюсь все-таки, что я не перешла через, так сказать, рамки допустимого или пристойного. Я хочу заключить следующее. Я не лицемерно сказала, что меня удовлетворило то, что, наконец, в докладах по делу, пусть не важно, вообще теперь, значит, такая практика в России существует, обосновываются доводы защитные и не пренебрегаются доводы, связанные с нарушением конвенции. Для меня я посвятила этому всю жизнь. Это огромное удовольствие. Просто не во всех залах в этом суде, только, наверное, у Ольги Александровны, или есть еще одна судья, когда по делу Ваньяна, когда по делу Идалова, когда были приняты смелые, важные, очень принципиальные и независимые решения. Только такие решения и может принимать судейская власть, потому что ей дано право независимой власти. И я очень уповаю, мне говорят, что я безнадежный, самый, как идеалист, а я бесконечно уповаю на независимость судейской власти, потому что если не будет независимой судебной власти по нашему делу, то невозможно принять решение, которым Хасавова, наконец, лишат статуса жертвы. Спасибо за внимание, извините, если я говорю. Спасибо. Уважаемый суд, участники процесса, прежде всего я хотел бы поддержать те доводы, которые высказали мои защитники. И я думаю, это лишает возможности или необходимости повторяться. Поэтому я хотел бы обратить внимание, какие утверждения суда, постановление от 13 ноября являются оспоримыми, недостоверными, и почему мы просим отменить это постановление и вынести законно обоснованное решение, так как часть 4 статьи 7 требует, чтобы любое постановление должно быть законно обоснованным и мотивированным. Прежде всего, это вот такое утверждение. Данное уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом в соответствии с требованием статьи 146, утверждает судья, что не соответствует действительности. Почему не соответствует? Сегодня приводили доводы мои защитники. Более того, если мы посмотрим статью 146, часть 2, часть 5, говорится уголовные дела в отношении лиц, указанных в 447, там же есть адвокат, настоящего возбуждается в порядке, установленном статьей 448 настоящего кодекса. А 448 и пункт 10 части 1 говорит четко, учитывая, я адвокат адвокатской палаты города Москвы, соответственно, не откуда-то с региона приехал, нахожусь здесь, на учете, здесь платил все взносы свои. Соответственно, закон определяет, должен быть руководитель следственного управления по субъекту города Москвы. Это достаточно обоснование. Поэтому данное утверждение является недостоверной, мягко говоря, а по большому счету лживой. Оно не соответствует действительности. Следующее утверждение, которое не может быть принято судом, я думаю, во всяком случае мы не принимаем, оно не обосновано. Хасавова задержан в соответствии с требованием статьи 91 при наличии тому достаточных оснований, утверждает судья. Понятно, если бы это утверждали следственные органы, они держатся в своем пути, идут,
по тому пути, который избрали, мы это изменить не можем, однако суд должен был определить. А в протоколе судебного заседания говорится, почему мы рекомендовали суду изучить те документы, которые были якобы изучены, они не были изучены, они были перечислены. И там в протоколе задержания говорится, что меня задержали в Лефортовском районном суде города Москвы, Андроньевском площади, дом 5, дробь 9. Это место совершения мной преступления, чтобы вы на минутку могли представить. Я, адвокат, совершил преступление в зале суда Лефортовском. Поэтому 91 статья исключает такую возможность, там такой нормы нет, поэтому в этой части тоже, я считаю, неприемлемым, ее не принимаю. Далее, постановление о возбуждении, следствие считает, вслед за следствием и суд, вот привели все три основания, которых я, 97 статьи, на которые я ссылаться не буду, потому что они уже набили искому, все это повторяют, все категории, как Тукушев правильно сказал, вероятного характера может быть. А что подтверждает это? Ничего, никакого довода нет. При этом я услышал выступление следователя о том, что я не осознаю тяжесть совершенного преступления, такие выражения допускает. Это уже клевета. Если есть организованная группа, я вижу, эта группа организовалась против меня. И они совершенно находятся не по левую сторону меня, как я вижу, по правую сторону, а некоторые за пределами суда. Для того, чтобы утверждать, что я совершил преступление, могу скрыться и так далее, должны быть основания, хотя бы которые указаны в 41-м постановлении Пленума. Их нет, эти доводы, конкретные доводы не были проведены. В связи с этим, раз я понимаю, человек, если попал за решетку, за такую, здесь она, кстати говоря, более узкая, чем любой другой, в другом СИЗО, наверное, я не по картинкам вижу другим СИЗО как. Вот в данном случае есть рекомендации председателя Верховного суда Лебедева Вячеслава Михайловича, который дает свои разъяснения, как должны принимать группа ученых во главе им, председателем, называется «Практика применения УПК Российской Федерации». В части 1 актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судьям Верховного суда по применению уголовно-процессуального закона под редакцией Лебедева. Здесь в этой части есть такое утверждение, высказывание, рекомендация: мера пресечения подлежит применению уже только при наличии самой возможности, предусмотренной частью 1 статьи 97, последствий. Это очень важно. Все время меня меняют статью, две статьи Уголовного кодекса, якобы я совершил, и теперь говорят, могу совершить, соответственно, угрозу насилия в отношении кого-то. Мы не знаем этих лиц. Из содержания, Лебедев теперь говорит, содержание, часть пункта 3 статьи 1, части 1 97 следует, что избрание меры пресечения всегда следует считать своевременным, законом обоснованным, если таковая предотвратила саму возможность угрозы потерпевшему, а не пресекает уже высказанные, тем более осуществленные угрозы. Если бы даже эта угроза была, а ее не было, в материалах дела его нет, говорит о том, что может такая угроза быть, из-за этого надо меня держать в следственном изоляторе, считает председатель Верховного суда, является незаконным. Это противоречит норме 97 и, соответственно, он же апеллирует нормой статьи 5 Европейской конвенции и ссылается на практику Верховного суда и СПЧ. Эту практику сегодня вам провели. Прошу учесть эти обстоятельства, этих обстоятельств нет. Теперь вообще вопрос причастности. Не рассматривать вопрос причастности ко мне невозможно, но в связи с этим хотел бы привести, опять же, утверждение суда, которым я не могу согласиться. Доводы защиты, касающиеся невиновности Хасава в совершении инкриминируемых им преступлений и недопустимости доказательств, неверная квалификация, обратите внимание, инкриминных деяний, не является предметом судебного заседания. Тогда на основании чего мне избрано считает, я участвовал в совершении преступления, если квалификацию не рассмотрели, при этом указывает, что санкция данных статей от 3 лет. Вот мои коллеги сказали, 294 статья не предусматривает до 3 лет даже лишения свободы. Этого состава тоже нет. При этом вменили 309 и называют меня организатором какой-то группы. Но они говорят, что за группа? Как может быть членом группы сын подзащитного моего, которому я сообщал, что представитель потерпевшего
замененный с целью воспрепятствовать правосудию, я считаю, стороны Генпрокуратуры, дал лживые показания. Я считаю его лжецом, недостойным человеком, это моя позиция, потому что я знаю материалы дела. А этот человек, сейчас я протокол суда тоже прочитал того процесса, откуда вытекает мое дело, откуда его вычленили. Ни один из свидетелей не дал показания в отношении моего подзащитного. И более того, предыдущий представитель потерпевшего давал показания совершенно иные. Поэтому гособвинитель управления, который поддерживал обвинение, был заменен на непрофильное управление во главе генералом Сергеем Бочкаревым, который является инициатором моего ареста. Соответственно, я ему мешал в судебном процессе. Да, действительно права Карина Москаленко, коллега. Я участвовал в судах под дулами автоматов, где-то предусмотрено. Я не находился в оккупированной территории, не в Палестине или где-то в африканской стране. В Москве, центре города. Я заходил в суд под дулами автоматов. Вот так направленный не мог ничего сделать, не то что кому-то угрожать. Более того, как правильно заметили, Фатулаев дал показания. А председатель Верховного суда говорит, если уже, даже если бы они были, как я мог изменить? 2 раза дал человек показания, изменить каким-то образом. Конечно же, это является все ложью. Если для Москаленко слово «произвол» ключевое сегодня, для меня как слово, наверное, ахинея. Какое-то ахинея здесь звучит в отношении меня, в этих решениях, документах читаю, я не узнаю себя. Я не посетил свою жизнь нарушению закона. Я всю жизнь служил. Но почему вам представляют вот часть характеристик, даже они отпали. При этом судья считает, с учетом характеризующих меня материалов принято это решение. В моей биографии не было ничего плохого. Я всю жизнь отдал служению. С 20 лет я все время находился где-то, служил государству. То крайний север, то крайний рук. Но изучите тогда, вот находится 2 человека, они еще форму не надели, когда я форму носил. Чтобы понимание было у суда. Прошу учесть все эти обстоятельства. Поэтому мы можем только требовать исполнения закона. Я считаю, постановление Басманного суда подлежит отмене. Ни один аргумент, который прозвучал со стороны защитников в суде, не было опровергнуто. Даже многие не нашли своего отражения в суде. Если посмотрите вот так, там нет ссылок на нормы закона. В основном тезисы. Вообще непонятного характера. Вот и хочу закончить еще одним моментом, на что ссылается суд, чтобы было понимание, суда как такового не было, независимого, беспристрастного суда не было. Я был лишен этой возможности. Вот пишется доводы следователя о возможном оказании давления на потерпевшего и свидетелей. Не обязательно должны быть связаны с непосредственно угрозами в адрес определенных лиц. Что это такое, я не знаю. Кому? Это не обязательно адрес кого-то. Далее, непредоставление органам следствия данных достоверностью подтверждающих о возможном оказании обвиняемым давления на участие в уголовного производства связано с его нахождением в изоляции. Вот это тоже. То, что я нахожусь здесь, в связи с этим органам следствия кто-то не дал данные. Кто должен был их дать? Вообще, о чем здесь речь идет? Вот я читал многократно, я 2 месяца здесь после продления нахожусь. И не могу найти ответы на эти вопросы, потому что этих ответов нет. Просто взяли, переписали как будто без другого дела. И моя фамилия здесь зафиксирована. Также прошу учесть, что ни один довод, более того, не учтена статья 99. Если посмотрим внимательно эту статью, все, что написано, должны быть учтены, кроме тяжести. А тяжесть совершения преступления у нас еще в 2001 году, напоминаю суду, все юристы здесь находятся, исключено из кодекса как основание для избрания меры пресечения. Еще РСФСР был у нас в стране, а они еще живут, этой страны-то уже нет. Российская Федерация давно. 2001 год, мы в каком году находимся? Как можно все это находиться? Это же идет полной деградации тех, кто обвиняет, если они будут такие решения пропускать в суды. Прошу пресечь подобные нарушения закона, это напрямую нарушает мои права на свободу. А те нелепые ссылки на решения Европейского суда, которых здесь не проведены, просто суд считает, мое нахождение здесь отвечает решениям Европейского суда. Но ни одно решение не проведено. Это тоже ничем не подтверждено. Поэтому я считаю, проведено достаточно основания, которые обосновывают необходимость отмены решения постановления судьи от 13 ноября 2019 года. И прошу с учетом этого и на основании части
8 пункта 2 109 статьи УПК вынести решение об отмене данного постановления, изменениями меры пресечения на любую, не связанную с ограничением свободы. Прошу учесть, что у меня действительно есть и жилье, у меня есть постоянная работа, я был адаптирован, наоборот, сейчас меня изолировали. Я здесь только слышу, я не знаю только какая цель. Подумайте, уважаемый суд, председательствующий. Я только слышу здесь АУЕ, там какие-то слова дикие для меня, которых я не слышал. Понятно, для этой преступной среды это нормально. Если арестантский закон для кого-то един, я не являюсь сторонником соблюдения каких-то законов незаконных. Я пытался по закону защитить права своего подзащитного. За это попал, за профессиональную деятельность меня изолировали. Люди, которые не хотели торжества законности и справедливости, они любой ценой хотели осудить, они их осудили. Но это не значит, что это правильное решение суда. На каком-то этапе, возможно, Мосгорсуд, возможно, Европейский суд или Верховный суд разберутся и в том деле. А в моем деле можно разобраться буквально сегодня, потому что прозвучали достаточно много доводов в пользу отмены постановления судьи Николаева от 13 ноября. Прошу эти апелляционные жалобы удовлетворить. Да, все, спасибо. Слово принято представляется следователю Ваша честь, полагать доводы защиты необоснованными, поскольку следствием при возбуждении следующего ходатайства и постановленным судом при продлении меры пресечения в отношении Хасавова были учтены как фактические обстоятельства уголовного дела, так и личность обвиняемого, в том числе совершение преступления отличающейся категории тяжких, направленных против нормальной деятельности суда, его осведомленность, в том числе в силу адвокатской деятельности, прежней деятельности, длительной деятельности в органах Министерства внутренних дел Туркменистана, о способах и методах осуществления территориальной деятельности, привлечения его ранее к уголовной ответственности и прекращения этого указанного уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, по необстоятельным обстоятельствам, которые дают в своей совокупности основания полагать, что, находясь на свободе, Хасавов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия суда, может угрожать потерпевшим и свидетелям по уголовному делу личности, местонахождения которых ему известны путем выступательства в производстве по уголовному делу, в том числе уничтожить доказательства. Наличие указанных стороной защиты, постоянного места жительства, работы и семьи само по себе не свидетельствует об отсутствии намерения обвиняемого Хасавова не оказывать указанных воспрепятствования производства по уголовному делу. Вместе с тем, применение более мягкой меры пресечения не будет встречать интересы уголовного суда производства, поскольку только находясь в условиях изоляции указанные негативные последствия могут быть пресечены, о чем было также, что было также учтено Народным судом при продлении указанной меры пресечения. В связи с чем полагаю, что апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения, а постановление Басманного суда без изменений. Благодарю, уважаемый суд. Ваша честь, я возражаю по доводам поданных апелляционных жалоб, по доводам, которые были высказаны стороной защиты, поскольку, как мы видим на сегодняшний день, кроме доводов стороны защиты, у нас нет ни одного решения суда, которое бы эти доводы поддержало. Как сегодня было сказано обоснованно со стороны защиты, обвиняемый Хасавов Дагир Зейдинович сидит под стражей уже 4 месяца. И действительно, в сегодняшнем судебном заседании мы не можем говорить о нарушениях действий со стороны следователя при рассмотрении обращения со стороны защиты, о незаконности возбуждения данного уголовного дела. И, понимаете, за 4 месяца, которые обвиняемый находится под стражей, у нас нету ни одного примера решения суда первой инстанции порядка статьи 125, который бы данные доводы подтвердил. Сегодня мы, конечно же, также не можем говорить о том, что доказана или не доказана вина обвиняемого Хасавова, поскольку для этого будет суд первой инстанции, в котором будет решаться вопрос в ходе судебного следствия. И оценку
данному обстоятельству также даст суд первой инстанции в ходе рассмотрения данного уголовного дела по существу. Вместе с тем мы все знаем о пункте 21 постановления Пленума номер 41, в соответствии с которым суд первой инстанции, избирая столь сурового миропресечения, как заключение под стражу, обязан проверить причастность обвиняемого к совершению инкриминируемого ему преступления. И на сегодняшний день у нас есть решение суда, которое вступило в законную силу, на основании которого была проверена причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению. На момент выхода следствия с ходатайством суда продления срока содержания под стражей следствие указывало конкретные следственные процессуальные действия, которые необходимо выполнить за указанный период. Кроме того, указывал тот факт, что срок предварительного следствия в установленном законном порядке продлен, и невозможно изменить обвиняемому Хасаву меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, поскольку были приняты во внимание тяжесть предъявленного обвинения. Тот факт, что на тот момент, на момент 13 ноября, обвиняемый Хасавов мог скрыться от органов предварительного следствия и суда, имея заграничный паспорт. То, что на сегодняшний день заграничный паспорт сдан, не говорит ни в коем случае о том, что в случае изменения указанного миропресечения обвиняемый не может скрыться от органов предварительного следствия. Кроме того, судом первой инстанции при удовлетворении ходатайства следствия был отмечен факт того, что при том объеме следственных действий, который был выполнен на тот момент, нарушений требований статьи 6.1 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации допущено не было. Состояние здоровья Хасанова действительно заслуживает своего внимания, и вместе с тем на сегодняшний день каких-либо медицинских противопоказаний, которые свидетельствовали о невозможности содержания последнего условия следственного изолятора, нам не представлено. И также судом первой инстанции при удовлетворении ходатайства следствия была оценка о личности обвиняемого. С учетом всего изложенного, Ваша честь, считаю, что оснований для отмены указанного решения не имеется, и прошу долго жалобу поставить. Окончено. Давид Евгеньевич, вам предоставляется право